Здравствуйте. Сегодня я опять в гостях у Аркадия, и наша встреча – это продолжение предыдущей темы падения Казанского ханства. Благодарим подписчиков канала Аркадия за то, что задают вопросы. И вот один из вопросов, который интересует подписчиков, это как произошло поражение 30-тысячного войска Василия II и победа Улуг-Мухаммеда, численность которого была 3000. Это знаменитая Белевская битва. И факты ее в истории зафиксированы именно не татарскими летописцами, а именно нашей, как сказать, русской летописью. Это та самая знаменитая Белевская битва, когда в декабре месяце вот это 30-тысячное войско идет к городу Белев, это где-то 120 километров от Тулы, ну, скажем так, расслабившись, что там небольшая численность. И, как пишет летописец, ярость татар была отчаянной. Вот та самая ярость, которую в последующем и в период Великой Отечественной войны можно будет увидеть в некоторых битвах, когда меньшая численность побеждает большую. И поэтому факт Белевской битвы, он в истории сохранился. И именно так вот. И еще один, так сказать, большое число вопросов немножко связано с тем, что все воспринимают сегодня вот территорию Казани и вот этот путь от Москвы до Казани, привязывая к картам географическим сегодняшнего дня. Это ошибочно. Дело в том, что после пуска Куйбышевского водохранилища, это было с 1955 по 1957 год, русло рек было изменено, и поймы рек расширилось. И вот та территория, которую около Казани мы называем Волгой, а фактически она ведь по географической обозначению, это Куйбышевское водохранилище. Есть у нас Камское море, это тоже часть подтопления, когда ушли 170 тысяч гектаров леса ушло под воды. И поэтому, если мы хотим понять, как передвигалось войско, как шло, это надо смотреть карты до 1955 года наши российские, или хотя бы, ну, можно и 18-19, но не привязываться к сегодняшнему дню. Тем более, что русло Казанки у нас в городе перекрыто было. И река протекала совершенно по-другому, она огибала Зелантов монастырь. Мы закончили прошлую нашу беседу на том, что все русское войско подошло к Казани. Это было 20 августа 1552 года. Но ему предшествовало что? 3 июля все русское войско вышло из Москвы. Вышло оно, разделившись на две части. Одна шло по Владимирской дороге, вторая по Рязанской области, то есть через современную территорию Мордовии и Ульяновска захватил. Затем встретились на поле за Алатырем, объединились и вступили на земли Казанского ханства. То есть надо понимать, что Алатырь современный, на карте вы можете посмотреть, это в то время как раз территория начиналась горных Черемис или Чуваш, как пишут. И вот продвижение войска идет уже дальше к Свияжску. Первая часть подошла 7 августа, окончательно войска подтянулись с 13 августа. До этого пришел большой наряд. Это впервые во время военной операции, когда все крупное вооружение, пушки, всевозможные сборные конструкции оборонительных сооружений были отправлены по воде. И руководил этим нарядом боярин Морозов. Во главе войска стоял царь, это его обязали в обязательном порядке, так как бы подтвердить, что царь и народ – это единое целое. Идеологом Казанского похода был тот самый митрополит Макарий, который все время подталкивал царю. Но мотивируя это не только там захватническая позиция, а именно то, что нужно освободить всех православных, которые были в плену на территории Казанского ханства. Как я уже говорила, Казанское ханство совершало набеги на русские земли, уводило население в плен, часть продавалась на невольничьих рынках, а часть оставалась на территории ханства в качестве рабов. Отработав 6 лет в течение раба, человек получал вольную, но не имел права покинуть территорию ханства. Нужна была рабочая сила. И поэтому по договору 1551 года, когда сдавали ханшу, вот один из пунктов было сдать всех русских пленных в устье реки Казанки. Там же встречать должны были шахали и дать клятву, присягу. И вот как бы по данным, и разведкой в то время была, что не все рабы сданы русским. На территории Свияжского города по хлебным спискам было зафиксировано 60 тысяч вернувшихся. Но люди эти не могли, как сказать, вернуться на родину, то есть не было средств
дороги перекрыты, и многие ведь уже фактически потеряли свои семьи. Но были и те люди, которые, оказавшись вот здесь в рабстве, принимали ислам. И это давало уже, как бы другая была ситуация. Принявшие ислам уже не числились рабами, потому что по канонам ислама одной веры у тебя не должны быть рабы. И в последующем уже в переписях населения вот это те бывшие русские, которые остались на территории ханства, они пишутся в документах полонянники. Они так и не приняли новой власти, но остались жить укладом татарских деревень. И вот подойдя, объединившись войско 13 августа 1552 года, царь дает отдых 3 суток. Через 3 суток начинается переход через Волгу. Оно было тоже на протяжении 3 дней. 17 августа царь переходит реку, а 16 августа, именно я уже говорила, на сторону царя переходит Камай Мурза, казанский князь, владения которого находились на территории Камаева городище, сейчас мы называем, а до революции это называлось Княжие Камаево село. Это вот его земли были. Вот перейдя на сторону царя, именно Камай Мурза выдал все планы по обороне города и по ополчению. То есть кто руководил, что делалось и что планировалось сделать. Казань, как сказать, к этому столкновению была подготовлена. И подойдя к городу 20 августа, вот русское войско было поражено тем, что увидело. Это была большая крепость на высоком холмистом берегу, но не на берегу Волги, а именно на берегу речки по названию города Казанки. Об этом в последующем напишет подробно, так сказать, но в краткой брошюрке князь Андрей Курбский, правая рука царя в Казанском походе, а в последующем первый русский диссидент, который... Очень интересная переписка у них между ними потом будет. Но именно вот и Курбский, и летописцы, все это подробно описывалось. И от царя был специальный человек назначен, который тоже, как сказать, в хронологическом порядке фиксировал все происходящее на тот момент. И подойдя к 20 августа, и вот поразившись тем, что увидено было, войско дислоцировалось перед Казанью. Вот район Аракчино, получается, тогда это было поселение Уракчин, то есть покосы, затем шло поселение Бишбалта, но население покидало свои крепости, свои поселения и уходило в крепость. И то, что вот осталось на их месте, они сжигали по законам, как сказать, военного времени. И вот 21 августа, когда начинаются разгружаться суда на Волге с снарядом, то есть с пушками и с вооружением, именно как зафиксирует это событие, на городских стенах появятся старики, женщины, которые посылали проклятие в сторону лагеря русских. И именно вот над лагерем русских произойдет невероятная буря, когда будут разорваны царские шатры, разбросаны, потоплены суда, потоплена часть оружия. И это произвело, тоже, как бы сказать, моральное такое тяжелое впечатление, потому что многие воины, когда, подойдя к городу, увидели вот эту тишину, не слышно было и не видно никого, посчитали, что Казань была покинута, добровольно ее сдали. Но фактически народ, как сказать, затаился. И вот происходит это потрясение, и войско подходит к городу и начинает передвигаться, если вот смотреть по сегодняшнему дню, это по территории Булака. Доходит до конца Булака, поворачивает по Пушкина наверх, и вот район Площади Свободы – это как раз то знаменитое место, где происходили ярмарки, и за 2 квартала от него, или за квартал, где улица Жуковского, там и был тот самый Арский лес. И вот войско расположилось здесь. Ночью тайно царь объехал стену города, осмотрел все ворота, где именно и дал указание, где в последующем вести на более, как сказать, особенно укрепление и установка оружия. И начинается расстановка сил. И вот 21 августа с молитвами, с песнопением впереди несли царские знамена, а это изображение Спасителя, и он называется «Спас нерукотворный». Царское войско подошло к городу. И 22 августа отправляется делегация послов к городу
о предложении сдачи. И к царским воротам подошедшие парламентеры, они были представителями татарской национальности, как скажем, Казань отказалась сдаваться. И вот 23 августа и начинается полная блокада Казани. Когда подошло царское войско к Казани, они были расставлены силы так. Вот по современной набережной, где поворачиваем мы к Батурино, и туда дальше, здесь расположились войска астраханских двух царевичей, воины. За Казанку, это по направлению вот Новосавиновского района, получается, вот, грубо говоря, Ленинско-Кировская дамба, там встал Курбский со своей отрядом 20 тысяч войск было. Это для того, чтобы, как сказать, предохраниться от набегов черемисов с луговой стороны. Это была Галицкая дорога. Часть войска расположилась на Ханских лугах и на Гостином острове, и на Песках. Это были войска самое большое, во главе которого стоял бывший наш казанский хан, Касимовский царевич, который непосредственно зависел от Ивана IV, это Шах-Али. Вот отряды Шаха-Али располагались по Гостиному острову, это сейчас мы называем остров Маркиз. На тот период его протяженность была 3 километра, и параллельно шло вот где-то Адмиралтейской слободе сейчас и Услонскому берегу. Затем в районе Кураишевой слободы, а Кураишева слобода – это территория современного колхозного рынка до театра Галяскара Камал, вот эта часть. Здесь же находилось кладбище. Еще во время реконструкции ремонтных работ в 1982 году вот на территории колхозного рынка и были обнаружены надгробные плиты ханского периода, именно кладбище Кураишевой слободы. И впоследствии уже вот по преданиям, которые приходили с поколения в поколение в татарских семьях, их зафиксировал у себя Марджани, там и пишется, что именно ходили помянуть могилы предков, где когда-то стояло войско Шах-Али, именно вот район современного колхозного рынка, улица Галяскара Камала, Парижской коммуны. Вот этот отрезок. И вот под кладбищем Кураишевца и на Песках. В последующем вот эти Пески, где сейчас парк Тысячелетия на берегу Кабана, это вот как раз и есть улица Пески была, а в последующем она будет называться Шахалеевской какой-то период времени, а уже в советский период и до революции это улица Дегтярная. И в настоящее время это парк Тысячелетия. И вот здесь они перекрывали Ногайскую дорогу, то есть, грубо говоря, Оренбургский тракт современный, потому что направление в Ногае было именно отсюда. И вот эти все дороги перекрыты, то есть 23 августа 1551 года Казань полностью взята кольцо, и выехать, и въехать из него нельзя было. Но блокада была еще и раньше. В 1951 году, когда сдали Ханшу, а потом началось вот это противостояние между Москвой и Казанью, как сказать, переговоры то так, то сяк, Волга также была перекрыта, и когда крымский хан на поддержку населения присылает дары безвозмездно, этот корабль был тоже арестован, и все это было конфисковано в пользу русской казны. В предыдущее время была создана коалиция мусульманских государств, для того, чтобы спасти Казань вот от этого, как сказать, поражения. Но в ходе переговоров все руководящие, как сказать, князья Ногайской Орды, Крымского ханства и Османской империи не смогли договориться между собой, кому что достанется после того, если они отстоят Казань. И в то время, как сказать, руководителем вот этой всей мусульманской коалиции был Сулейман Великолепный. А он занят был походами в Европу. И то есть, как бы, вопрос о Казани он оставил на потом. А потом уже не произошло. И вот поэтому коалиция распалась. Многие ногайские мурзы стали активно еще с 1951 года вести переписку с Иваном IV. И за свою лояльность в этой переписке, и это все зафиксировано в песцовых книгах Ногайской Орды, просили какие-то подарки себе. Это шубы женам, оружие себе, ткани. Того, что не было у ногайцев. Ногайцы были основными поставщиками коней на всем рынке. И вот с 23-го начинается уже осада города. И вот с этого момента начинается фиксироваться вылазки казанцев. Что такое Казань на тот период? Это лучшее крепостное сооружение, построено по всей правилам фортификации науки. То есть это крепостное сооружение, которое равных на тот период нигде не было, ни в каких-то государствах. Укрепление Казанского крепости началось еще в 1530 году ханом Сафагиреем.
на этих работах принимали вернее, в обязательном порядке участие именно те самые русские рабы, которые укрепляли стены города. Это были камеры срубы по периметру всей крепости. Ширина их доходила, там, высота 6-7 метров, а ширина 3-4 метра, то есть это большие стены. И то есть вот по современной стене, практически вот по этому же направлению, проходила вот эта стена из камер срубов. Плюс ко всему, отдельно еще за каменной стеной находился территория ханского дворца. Ханский дворец, как я уже сказала, это за башней Сюмбике, территория, сегодняшняя территория резиденции президента, и до храма Благовещения. Вот территория храма Благовещения на тот период была как бы небольшой площадью ханской территории, где вот озвучивались всевозможные указы. Территория ханского дворца разделялась на две части. Это ханская административная. На том месте, где сейчас Пушечный двор, это в то время была ханская гвардия находилась. То есть все предназначение, оно и потом сохранилось. Территория ханского дворца в последующем там, столетии будет построена уже, когда разрушится все, губернаторский дворец. Соответственно, где когда-то стояли мечети и торговые какие-то учреждения по сбору налогов и по переписи населения, в последующем и у нас станет так же. И вот именно как была ханская гвардия, на этом территории и будет в последующем Пушечный двор. И территорию ханского дворца административно разделял большой овраг, оборонительный ров, который назывался Тезисским. Он проходил по линии и вот выходил современной Преображенской башни. Она у нас как бы реконструирована. Вот это были как раз те самые Тюменские ворота, о которых пишут. А на склоне Кремлевской вот этого холма находились бани. Одна из бань, которая зафиксирована в истории, это Даирова баня, по другим она Таирова пишется, то ли Тагир, то ли Даир, это не имеет значения. Это не та баня в нашем понимании, как мы сейчас строим, это своего рода был дворец. И в то время как бы купцы свои переговоры вели в бане. Это был оформленный мрамором, где был бассейн, купальня, отдельно комната для отдыха. Это все в летописи было зафиксировано. И небольшие бани как бы для людей статусом ниже, скажем так. Это вот все было на Кремлевском холме. Место цирка это тоже было озеро. А от цирка современного и вот в направлении стадиона и туда к Волге на расстоянии 7 миль, ну, где-то чуть больше 7 километров получается, по берегу Волги проходили ханские луга. И именно вот на территории этих ханских лугов проводились всевозможные массовые, как мы называем, мероприятия. Это и сабантуи, и какие-то религиозные праздники, и скачки, состязания, и до 1000 шатров, как говорят, там описывают, что до 1000 шатров было установлено на время большого праздника. Вот именно на протяжении 7 где-то километров туда, к Волге. И вот именно по решению на 22-го был уже опять военный совет накануне. И именно на этом военном совете уже главными советчиками царя в Казанском походе становятся Шах Али и вот этот Камай Мурза Хусаинов, там по-разному фамилии пишет. И начинается вот, вернее, ставка царя уже устанавливается на пересечении ориентировочной, это современная улица Нариманова, и Татарстан за ханскими лугами. Ну и с этого момента начинаются активные вылазки казанцев. Что такое активные вылазки? Это будет зафиксировано во всех практически таких исторических документах. Неожиданно в тыл русских выходили защитники города. Казань, так как была крепость средневековая, на ее территории было много подземных ходов, и они были в последующем все обнаружены. Был один подземный ход, который вел к источнику, а источник был за территорией крепости, вот этот родник. Вода с родника стекала под стену крепости в резервуар специальный, откуда горожане и брали воду для питья. И вот 24, если я не ошибаюсь, августа 1552 года именно Камай Мурза и выдаст о том, откуда город берет воду питьевую. И принимается решение вести подкоп под источник.
источник, подкоп, простите, под источник велся, получается, вот как пишут, именно от этой Даировой башни в направлении современного Тайницкой башни. На тот период это были ворота Нур-Али, они были чуть выше того места, где сейчас. И начинается вот рыть первый подкоп под источник. Начинаются вылазки казанцев из крымских ворот. Это пересечение Парижской коммуны и вот Булак, крымские ворота были. Неожиданно в первый день прибытия хан из города выпустит большой отряд воинов, и произойдет первое сражение при подъеме на Арское поле, это вот современная территория вот Пушкина. Произойдет первое столкновение, но подойдет подкрепление, и казанцам приходится отступить в город. Потом узнают уже со временем и доносят царю, что происходит определенное время над ханским дворцом поднимался ханское знамя, какие-то определенные действия дела размахивали, и одновременно по этому знаку из укрытия, из леса ополченцы выходили по направлению вот как раз Арского поля, и одновременно из города выходили. И принимается решение, как бы заманить вот этих ополченцев во время битвы. И такое произойдет, это вот в районе, грубо говоря, современного парка Горького, вот в этом направлении, туда ближе к Толстого. И вот там произойдет это сильнейшее сражение, в ходе которого будет взято очень большое число пленных. И как вот напишет Курский, полмили, то есть полкилометра было усеяно трупами татар. Вот такая страшная битва. И взятые в плен будут допрошены, и их заставят просить горожан сдать город. И вот эта картина, которую описывал и Курский, и все, как сказать, историки, и он будет показан в фильме, в старом фильме Эйзенштейна «Иван Грозный» 1945 года, если вот когда этих казанцев, привязав к кольям, так и было, приведут к Кремлевской стене, это вот где сейчас площадь Тысячелетия, и заставят умолять, между ними проезжали царские конники и повторяли, что надо говорить так, а молча они, опустив голову, никто ничего не просил. А казанцы в это время со словами «пусть лучше погибнут от рук наших, чем от рук нечестивых», и сами казнят своих соплеменников. То есть, и вот эта ситуация еще больше, как сказать, внесла смятение в души тех, кто пришел захватывать Казань, что люди способны на такое. Когда русское войско подошло к Казани, уже 23-го началась блокада, а 24-го по периметру всех городских ворот и всех посадов, а посадов было множество, это не только крепость, к нему примыкали посады, начинаются рыться окопы и устанавливаются оборонительные сооружения. И, как сказать, устанавливаются пушки, по всему периметру городских стен были поставлены пушки, а городская стена, она проходила, вот если мы сейчас говорим Преображенская башня, это Тюменская башня, к нему примыкал не укрепленный посад, это территория, вот улица маленькая у нас сохранилась Ташаяк, это как раз на берегу здесь Булака была ярмарка Ташаяк, и вторая часть ярмарки была на той стороне Булака. И выйдя из Тюменских ворот, эта вот стена дальше продолжалась к спуску, как современный, как бы сказать, Баумана. И здесь еще внутри уже стены были еще одни ворота. Они назывались Аталыковы. Это на стыке современных улиц Баумана и Пушкина. Это Аталык и ворот. Аталык – это ханский воспитатель, это титул, по-видимому, и выезжая из Аталыка ворот, были две дороги. Нижняя Ногайская и Верхняя Ногайская. То есть это направление на Ногайское направление. И выводила она к Ногайским воротам. Вот Ногайские ворота находились на месте современного Богоявленского собора, что на Баумана. Вот церковь у нас колокольня, а за ней находится храм. Вот этот как раз храм и стоит практически на том месте, где когда-то были и ворота Ногайские. И дальше стена шла еще по линии, получается, правый Булак. Если мы смотрим
от Кремля, то у нас это левая рука, а по правильному названию это правобулачная. По правому Булаку проходила городская оборонительная стена до Булака, затем она шла, часть ее поворачивала именно вот к этим Ногайским воротам. Современная улица Астрономическая, это глубокий оборонительный ров был, он назывался Саинов овраг. Выезд из крепости был из главных ворот, это вот, и проходил большой еще один оборонительный ров. Это вот как раз, когда мы спускаемся с площади 1 мая к стадиону, вот это вниз, это вот, как сказать, место, где и останки вот этого старого оборонительного оврага. Выезжали через перекидной мост с этого и начинались главные улицы. Главная улица ханства была Шахид-Юлы, это современная Кремлевская. Шахиды – это те, кто погиб за Отечество, защитники. Территория современного исторического музея, ближе к улице Чернышевска, это было кладбище ханского периода, и во время строительства уже гостиного двора в XVIII веке была обнаружена одна из надгробных плит 1530 года, и она была передана уже в последующем в качестве мусульманской святыни и находится в мечети Марджани. Вот это было кладбище здесь. Дальше вот территория идет улица Шахид-Юлы до современной Астрономической. А вот за Астрономической, где сквер сейчас находится Лобачевского, это тоже было кладбище мусульманское кладбище ханского периода. И уже в последующем, когда Казань будет завоевана, и в последующее столетие начинается строить Воскресенский храм, а он стоял на месте, где сейчас химфак, и как пишет, что именно фундамент укреплялся вот этими надгробными плитами ханского периода. А уже потом, уже в 30-е годы, когда разрушили храм, и тоже считает, что фундамент остался от храма, уже будет здание химфака построено. А параллельно была еще Ханская улица, это линия Дзержинского, ближе сюда, как сказать, к Кремлевскому холму. Сам Кремлевский холм, который назывался, в тот период назывался Богл-Тау, это гора Сток, и она именно по своей конфигурации напоминала Большой Сток. Северная оконечность – крепость, южная оконечность – это уже заканчивался посад, а за посадом было кладбище, как я уже сказала. И вот останки вот этого оборонительного сооружения ханских Казани, они сохранились. Это территория Миргасовского дома, почему он и разрушение происходит. Он стоит вот на этом большом валу оборонительном. Это Миргасовский дом. Затем на такой же части стоит оборонительном валу дом 3 по Лобачевского. Это когда мы вот как раз к химфаку поворачиваем от магазина «Цветы». И оборонительная такая же стена была с противоположной стороны, где Лобачевского 9. Уже сейчас там новые дома стоят, но во время раскопок, которые проходили еще в советский период, они были обнаружены, и уже в последующем, когда вот строились новые дома. И когда строился в свое время Александровский пассаж, он тоже стоит на оборонительном рве, и тогда тоже, как бы, советовали не строить его на этом месте, что там происходит пустота красного происхождения. И въезд со стороны Черного озера на территорию пассажа, оно стоит, вот этот въезд, на месте тех самых старых ворот ханского периода, когда уже проехав по Шахид-Юлы, нужно было спуститься вот в эти ворота и выехать через Ханские ворота. Ханские ворота находились на месте современного памятника Бутлерова. Ориентировочно вот это место не копейка в копейку, а вот именно памятник Бутлерова, сквер, Ленинский садик, это Ханские ворота. И главные ворота Арские находились приблизительно на том месте, где угловое здание КАИ. Когда-то это была почтовая контора, то есть перед площадью Свободы. И вот по этой линии устанавливаются пушки, постоянно вестись обстрел. На тот период, когда рыли окопы, не прерывался пальба по городу, а лучники из города стреляли, как пишет Курбский, так, что это словно град шел, как будто дождь сплошной. Вот такой силы были. Но не надо забывать, что ведь в городе на тот период практически своего оружия не осталось. 51, когда весной был низложен хан Шах-Али, и Казань тайно начала переговоры с нагаями о новом хане, по указанию Ивана IV он испортил весь порох, запас пороха в крепости, и тайно были при помощи стрельцов вывезены пушки из города. И
4 сентября происходит такое трагическое событие в жизни города, как первый взрыв. Было установлено 10 пушек, 10 бочек с порохом под крепостную стену и произведен взрыв. Одним из участников Казанского похода был инженер Бутлер, предок того самого нашего Бутлерова, химика, памятник которому и стоит у нас в городе, вот на месте, грубо говоря, так, Ханских ворот. Вот в жизни так все произошло. И вот произошел взрыв, и это ведь на тот период первый взрыв был. То есть население с таким видом, как сказать, борьбы не было знакомо. И город был шокирован происшедшим. Взрыв произошел на рассвете, когда горожане спускались к воде, к источнику за водой. И вот это настолько потрясло жителей, что были разбросаны, как пишут там, и бревна разбрасывало, и камни, и людей разрывало на куски. И многие решили присягнуть царю, испугавшись. Но были более стойкие, которые убедили дальше держать оборону и начинали вручную рыть новые колодцы. Но колодцы оказались неглубокими, и начинается вспышка инфекционных заболеваний на территории крепости, от которой тоже часть населения погибает. Но не надо забывать еще, когда я говорю, вот Ханская дорога по территории современного улицы Дзержинского, там было 3 озера. Одно из них было с чистой питьевой водой. И вот часть, видимо, населения уже начинает получать воду оттуда. Около Казани были еще несколько посадов. Например, вот в последующем, где сейчас Богородицкий девичий монастырь, эта территория была Кавес-Балик. То есть, по-нашему, тоже как бы Стрелецкая слобода. То есть воинская слобода ханского периода, она тоже находилась на этом месте. И поэтому, когда уже войско Ивана IV возьмет Казань, ничего нового не придумали, а так по назначению жили. И именно вот на месте, где в последующем будет поставлен храм Николы Тульского, это находились Скобековы ворота, или по-другому водные ворота, откуда из крепости население выходило к Казанке за водой. И именно вот как раз около этих ворот и находился дом русских послов, дома русских послов. И уже в последующем, через много десятилетий, здесь, на этом месте, будет обнаружена икона Казанской Божией Матери. Именно вот это. Рядом стоял Муслим-Балик. Муслимами называли в то время булгарское население русского происхождения. То есть, но принявший уже ислам. А уже это примерно получается за территорией уже улицы Епеева, Муслим-Балик, а дальше уже шла дорога в Иске-Шахер. Иске-Шахер – это Федоровский бугор, где сейчас НКЦ, а в новое время это уже библиотека национальная. И 4-го, после того, как произошел взрыв, 6 числа, для, как сказать, продвижения вот этих и пресечения нападок из загородной зоны, царь отправляет карательные отряды. Ими руководил Шуйский, и отправляется в направление Арска. Но был еще такой Арский острог. В прежние времена считалось, что это территория высокой горы. Но в последнее время вот историки пришли к выводу, что это и есть вот острог Арский, на пути, значит, к Арску, та самая загородная резиденция казанских ханов, Иске-Казань. И вот туда отправляется карательный отряд. И уже последующие раскопки покажут, что здесь действительно произошла битва. И от татарского острога, то есть этого оборонительного сооружения, ничего в последующем не останется, оно будет выровнено, как сказать, с земли, с лицом земли. В настоящее время это просто пустой овраг, а рядом вот как раз музей-заповедник построен. И дальше уже войско, разделившись на отряды, идет к Арску. Но, видимо, уже, как сказать, гонцы донесли, что отряды русских идут к Арску, и вот Курский пишет, что Арск уже был пустой, население основное покинуло, ушло далеко в лес. Но он напишет в своих мемуарах, что поразило всех изобилие полей, изобилие того, как жили на этой стороне татары. То есть, как бы, он отдает дань тому, что дома татар были добротные, хорошо построенные, большие поля, много живности, много. И вот уже разделившись на больше отряды, идет вглубь на 150 километров по всем деревням. И уже в последующем вот, как бы, население бежит вглубь страны, тогда это было. Часто ведь задают вопросы. У многих татарских деревни близко нет рек.
Вот это было в связи с чем? Что всегда войска двигались по направлению реки, это как и ориентир, и для того, чтобы напоить коня. И население уходило вглубь, чтобы их не нашли. Вот в Лаишском районе у нас село Курманаково есть, и моя подруга родом, как бы бабушка ее тогда, и я вот всегда интересовалась, говорю, почему такое название Курманак? Вот она мне давно сказала, что еще ей бабушка говорила, что по преданию, когда войска Ивана Грозного шли, над деревней опустился туман, и войско прошло мимо, посчитав, что это лес. И вот так спаслось. И вот в память об этом, как бы, это село и называется Курманаково, оно и сегодня существует, это Намёши. И вернувшись с большой добычей и с большим числом пленных, а плены были взяты и дети, и женщины, войско было в восторге, какое как бы богатство они получили. И уже как бы пресекли то, что из Арского укрытия и с этого направления войска не подойдут, отбивались атаки черемис, это со стороны вот современного Савиновского района, и уже кольцо города, вокруг города сжимается. И здесь же 25 августа вот по новому стилю у стен Казанского Кремля царю Ивану IV исполняется 22 года. То есть на тот период это тоже был еще молодой человек. И начинается подготовка уже к решительному штурму. А когда была взорвана стена и ворвались войска, царские воины в город, и начались вот эти бои, царь приказал отступить и ждать назначенного часа. То есть, значит, еще не все было готово. Как бы, ведь во главе войска стоял не только царь, а были военные советники из опытных генералов, как бы на сегодняшнее время, а тогда это назывались воеводы и большие воеводы. Это все были потомки Рюрика. Они в том или ином родстве были между собой и, соответственно, с царем. И начинаются уже вот последние дни подготовки к боям. 30 сентября еще раз произойдет огромный взрыв со стороны Арских ворот, и стена будет полностью разрушена, ее опять укрепят, и были желающие опять начинать бои, царь опять запретит, и, как скажет, ждать назначенного часа. Еще в течение вот сентября месяца со стороны защитников постоянно происходила такая картина. Вставали вот эти старики и женщины на стену города и посылали в сторону русского войска проклятие. И это периодически. И царю посоветовали, что нужно привести крест животворящий. И вот эта частица креста животворящего, она была вделана в крест, который всегда находился при царском троне. И вот советник рекомендует царю отправить гонца в Москву за этим животворящим крестом. Что и было сделано. Это было водными путями, гонцы скорее отправляются. И когда привезли этот крест, стены города были, как бы сказать, освящены этим крестом и опрысканы водой. Это было ритуально все произведено, и это все подтверждается, как бы документально зафиксировано. И после этого, как бы, ситуация изменилась. Как бы удача, как скажем, отошла немножко от Казани. Ведь это была на тот период уже 5-я осада Казани, до этого еще 4 осады были, предыдущие десятилетия. И вот уже 29-го принимается решение готовиться к штурму города. 30-го собирается военный совет, начинается поджигаться, вернее, все мосты по периметру города. Постоянно шел обстрел. Во всех башнях, турах, где были как бы такие укрытные места, были воины, которые в течение 2 суток сидели там и ждали вот начала штурма. И 30 сентября как раз у Арских ворот происходит опять мощнейший взрыв, и Воротынский воевода решил как бы первым идти на штурм. Ему царь запретил, сказал отступить и ждать назначенного часа. И вот уже вот в ночь с 30 сентября на 1 октября поджигаются все мосты, которые как-то связывали город, и начинает гореть часть городской стены. 1 октября в город отправляются парламентеры. И вот возглавлял их как раз
Мурза Камай Усеинов с предложением о сдаче города. И, естественно, получили отказ. И уже вечером военный совет после возвращения Камай Мурзы и других делегатов принимает решение о том, что 2 октября назначается штурм. Штурм был назначен на 9 часов утра. Под все ворота велись подкопы. Это, то есть, та самая Ногайские ворота, Царские, Арские. Закладывались в большом количестве пороха. Всего было подготовлено 48 бочек пороха на эту операцию. И уже, во-первых, царь дает указание всем воинам исповедаться у своего духовника. Всю ночь перед сражением он тоже провел в беседе со своим духовником. И как бы царю докладывают, что когда розмысел, а это тот человек, который ведет подрывные работы, был замечен казанцами со стены. И царь дает указание не ждать часа, как назначено было на 9 утра осады, а начинать бой после первого взрыва. На рассвете тогда, это у нас ведь октябрь месяц, около 6 утра, значит, все войско было поднято на штурм. За 2 часа до рассвета отряд Курбского должен был встать у Елабугиных ворот. Это современная Воскресенская башня на повороте на Батурина, набережной, нашей Кремлевской набережной. Вот этот поворот, здесь есть башня Воскресенская, потом она называлась Острожская. На тот период это были вот как раз Елабугины ворота, которые можно было выйти с ханского дворца и спуститься в посад. И вот отряд Курбского, как я уже сказала, был установлен здесь, то есть из города никто не смог выйти на этот период. И во время чтения Евангелия «И будет стадо одно и пастырь один», в это время прогремел взрыв. И все пошли на штурм города. Но штурм города первоначально как бы немного сорвался. Во-первых, произошло то, что, войдя вот эти через проломы, первый взрыв был у Аталыках ворот, это стык современных Баумана и профсоюзный. Второй, более мощный взрыв как раз произошел, те ворота, которые мы сейчас называем улицы Проломные, около церкви, где колокольня Богоявленская. И после вот этих взрывов начинается штурм города. И атакующие вошли в город, а одним из первых через стену перелез брат Курбского, один из первых, также переводчик царя Бахметьев из нижегородских татар. Улицы оказались тупиковые. Казанский Кремль был очень часто застроен. И начинается паника, и воины начинают бежать в панике обратно. И как потом уже царю доложат, многие притворялись умершими, и кто-то убитым, раненым, и не участвовали в дальнейших боях. Но основная битва началась она от Арского поля. То есть, когда произошел взрыв на Арском поле, отряд Курбского был отправлен именно сюда, и начинается атака. И вот здесь оборону держал хан. То есть, с утра оборона шла именно здесь, у Арских ворот. В дальнейшем его вытесняет, и, как уже напишет Курский, вот эта битва шла 4 часа, то есть ориентировочно это получается ближе к 12. Хан был вытеснен уже на территорию крепости. Именно то место, где находился имам Кул-Шариф со своим отрядом воинов, шакирдами. Вытеснены это. Но когда начинается мародерство, и как потом пишет тоже Курбский, некоторые воины по 3 раза уходили в стан, то есть награбив, уносили к себе в отряд, там куда-то зарывали, я не знаю, может, кому-то оставляли доверенному лицу, и обратно возвращались в город. И таких были вылазки. В это время принимается решение, что паникеров должен остановить царь, перед битвой он одел воинское облачение, хотя фактически он находился в своей ставке, и непрерывно он приказал до окончания боя не прекращать службу, то есть непрерывно читался молебен, и его заставляют сесть на коня, подняться к главным воротам и преградить путь всем уходящим. Мародеров не жалели тоже сразу,
казнили, грубо говоря, на месте. И вот это, в это время идет подкрепление. А когда начался бой, последний, вот этот решающий бой 2 августа, все войско было разделено на 2 части. 2/3 шло на штурм города, а 1/3 оставалась в резерве, охраняла ставку царя. Ну, как бы по преданию, вот на Казанке у нас стоит памятник воинам, погибшим при взятии Казанского ханства. Вот здесь и находилась последняя ставка царя в день штурма. И именно вот как бы по преданию на этом месте был воткнут в землю стяг царский Спаса Нерукотворного. И именно отсюда он наблюдал вот эти бои. И уже во второй половине дня, когда отряд хана был стеснен, и вот самый кровопролитный бой уже происходит на ханском дворе. И по вот утверждению Курбского, оно шло где-то в протяжении 1,5 часов. Вот это ожесточенная битва на территории современной Казанской Кремля. И уже видя исход битвы, отряды, которые шли, наступали со стороны Спасских ворот, от современных, им преграждал путь и заграждал именно Шакирды, ученики имама Кул-Шарифа. Он был сиитом. И последним среди обороняющих вот шакирдов был убит именно Кул-Шариф. Он поднимется на крышу здания мечети, где и будет вот последняя его схватка, его заколят и сбросят с крыши. И уже территория, как сказать, уменьшилась площади битвы. И вот последнее столкновение уже на ханском дворе. Все население было стиснуто так, что по телам ходили друг друга. Вот настолько была сжата последняя битва. И принимается вот близким окружением, что все, битва заканчивается. И вот окружение, которое было вокруг хана, а хан у нас Едыгер Мухаммед, сдать хана в плен. И отряд Курбского не выпускает людей с этой стороны, то есть со стороны Кремлевской набережной. Здесь отряды сдержат. Оттуда сдавливают это маленькое горстка последних защитников. Хан принимает, уже на территории ханского дворца находится. Он принимает решение всех женщин, которые остались, это гарем и чьи-то жены, выставить на площади перед ханским дворцом, одев на них самые дорогие одежды и повесив все украшения. Также были дети, которые остались во дворце живы. Как бы мотивируя это тем, что, польстившись на эти украшения, они сохранят жизнь. То есть вот ограбят и оставят живых. И уже последние близкие воины поднимают хана на крышу, и парламентер выходит вот этим к Елабугиным воротам и просит передышку на переговоры. Это вот фиксирует и Курбский. И начинаются переговоры. Вот переговорщик говорит, я уж как бы в современной трактовке могу сказать, что было время, был юрт, то есть было государство, мы стояли за него и отечество, а сейчас мы отдаем нашего хана, ведите его к своему царю, а мы, последние воины, выйдем в поле и испьем свою чашу последнюю до дна. И вот поднимают хана, его сдают, с ним был Карачебек Зейнаш, по-моему, если я не ошибаюсь, да, и 2 его Эмильдаша. Эмильдаши – это молочные братья, то есть скормленные они были молоком одной матери, и, соответственно, это были на уровне самой близкой родни. И в последующем Эмильдаши всегда сопровождали хана, те, кто был скормлен молоком одной матери. И вот 4 их человека сдают в плен, и казанцы, вот последний отряд, прорывается из крепости, добегает до Казанки. Это вот все наблюдают наши, как сказать, воины. Часть воинов уже успокоилась, что битва практически выиграна. Хан сдан, наблюдает всю эту ситуацию со стен крепости. И, как он описывает, воины бежали, на берегу реки снимали свое облачение, переходили вброд Казанку, и на той стороне одевались по новой. И вот здесь приняли свой последний бой. Вместе с ними, за ними прорывалось вниз по течению, бежало и население, которое пыталось сохранить свою жизнь. И вот здесь отряд Курбского врезается вот в этих последних воинов, и на скаку их рассекает саблей. Многие моментально погибают, кто-то еще держит бой. И вот вся Казанка была в трупах, вся залита кровью. Тезицкий овраг был весь в трупах и горел.
Мы помним, что еще ведь были накануне подожжены все мосты. И где-то, получается, 1,5 часа вот эта битва зафиксирована шла последняя, это около 2 часов дня, бой практически заканчивается. Докладывает царю в Ставку, что государь, Казань пала, ее хан у нас. Царь садится на коня, и для того, чтобы въехать в город, ему освобождают проезд в городе от трупов в ширину конского шага. То есть вот битва закончила, и вот это все последние часы, и где-то около 3 часов дня царь Иван Васильевич въезжает в Казанскую крепость. Въезжал он через Тайницкие ворота, тогда это были ворота Нурали, то есть с этой стороны жили Ширинбеи, Карачебеки Казанского ханства, это глава правительства. Въезжает в сопровождении Иакима, священника, который сопровождал его в Казанском походе, который нес впереди крест православный, и они объезжают вот стены просто, ну, как бы формально стены крепости с этим крестом, и царь указывает место, вернее, сначала он зайдет в ханский дворец и как бы заберет 2 символа власти, это ханский жезл и ханское знамя, и с этого момента он берет себе титул «Царь Казанский», потому что первый титул хан Казанский, а первый титул царь Булгарский получил еще его дед Иван III. Он выходит из ханского дворца, вот обходит эту территорию, и вот та небольшая площадь, которая была перед ханским дворцом, он устанавливает вот крест и дает указание ставить храм во имя Благовещения Пресвятой Богородицы. И уже с 4 числа начинается вот эта строительная работа. А так как вот этот ход битвы произошел в день Киприана Устини, ставится другая церковь, она в один день была срублена, небольшая церквушка, это у Спасских ворот, Киприана и Устини в этом районе. И царь выезжает из города. И вот город был отдан на разграбление воинам на неделю. И вот когда всегда говорят вот о ханских сокровищах, наверное, их уже не осталось, раз город отдан воинам ровно на неделю. Если в ходе битвы в течение вот этих 5-6 часов умудрялись несколько раз там в свой лагерь сбежать, оставить награбленный и обратно прибегать, наверное, от той уже казны ничего не осталось, потому что ведь мы уже говорили в предыдущий раз, что все драгоценности вельмож казанских были свезены в крепость. И вот мы говорили о подземных ходах. Вот один известный подземный ход, это был как раз к Тайницкому ключу. Но в ходе последующих и раскопок, и вот по описанию, что вот в эти вылазки были, Казань, крепость, она от нее радиально шли много подземных ходов. Вот один из подземных ходов в последующем, уже в начале 20 века, будет обнаружен на территории Пушечного двора. Многие ходы были обнаружены, и есть воспоминания тех сторожилов, которые когда туда спускались, что обломки сабель, сводчатые потолки. И большой подземный ход был обнаружен во время установления памятника императору вот на этой площади, на Ивановской. Это чуть вот ниже к музею, где от памятника Мусы Джалиля, чуть-чуть вот вперед к музею, был установлен памятник императору до революции. И вот когда устанавливали памятник, это, по-моему, если я не ошибаюсь, 1895 год, и начинает вот рыть под постамент, и был обнаружен один из подземных ходов, который тоже вел в сторону Кремля. И власти пишут письмо вот историкам, археологам, прочее, но торопились скорее установить памятник, нужно было открывать, и его просто засыпали, и этот как бы выход, путь не изучали больше никто. Но большой подземный ход был обнаружен, и им пользовались как бы любители еще в начале 20 века. Это направление улицы Профсоюзности современной. Вот если смотреть со стороны Дома печати, когда-то здесь ведь хлебный базар был, и вот этот, общественный туалет где, там когда-то был тир. И вот этот тир до 50-х годов, он существовал именно вот в этой подземной галерее. И сводчатые потолки напоминали, что кладка не современная, а намного столетий раньше. И ведь возникают часто вопросы, что у нас самая старая постройка гражданской архитектуры – это дом Михляева на Профсоюзной. Но ведь у многих историков возникает вопрос,
не стоит ли он на той старой постройке ханского периода. Такие дома в последующем, уже в конце 19 века, это два дома, которые изучались нашим археологическим обществом Казани, любителями. Это дом Месетникова, Чернышевского, к Черному озеру, когда спускаемся, когда там магазин «Соки воды» был. И второй дом, его по преданию в то время называли домом Сюмбике. Это типография Харитонова, улица Миславского, с правой стороны. Часть этого дома принадлежала Каменеву, а вот это по Миславского улице, это поперечно-Казанская когда-то была, это типография в последующем Харитонова, она стоит на здании именно ханского периода. И когда вот во время ремонтных работ были обнаружены, что здание-то стоит еще на более старом здании, и представители археологического общества попросили разрешения владельца дома, а тогда был еще Кремлев, владелец дома до Харитонова, потом Харитонов у него, он дал им разрешение, и они полностью обследовали и подробно описывали вот эти сводчатые арки, а что от этого дома еще вниз шел подвал, то есть уровень вот грунта был намного ниже, не так, как мы сейчас представляем. И именно вот в этом доме были обнаружены старинные свитки бумаг, то есть как типа рукописей, возможно, какие-то книги. Но потом все это закрыли, денег, как всегда, нет. И вот второй дом, я уже говорю, это дом Месетникова. Это с Чернышевского, если вот мы так к Черному озеру, угловое правое здание. Еще в 80-е годы этот дом снесли и, ну, как бы немножко новодел сделали, но в духе того времени. Вот он тоже стоит на фундаменте старого здания, и по кладке он похож на здание ханского периода. Один из подземных ходов был обнаружен еще в последующем, но пока вопрос не ясен, это к какому периоду относится. Это от Александровского пассажа в ширину, типа проезжей часть, оно выходило на Баумана современный, то есть на бывшую проломную, и в ширину телеги, то есть груженная телега могла проехать вот по этой территории высокой. Но еще, по-моему, в конце 80-х, начале 90-х годов у нас ведь был известный археолог Халиков, Альфред Хакимович Халиков, как бы, которого считают отцом татарской археологии. Именно обратился один из жителей Казани, который проживал на Второй Грифской улице. Это за современным зданием Акбарсбанка, где Сафар-отель, там Вторая Грифская улица. То есть, засыпая картошку в подпол, они обнаружили старинные ходы. Но это были, и Халиков прибудет туда, займется вот обследованием, но эти работы в последующем будут прекращены в связи с его кончиной. Вот эти фортификационные сооружения, они напоминали часть фортификационных сооружений прибалтийской формы. То есть эта кладка была тоже старинная, кирпич не того размера, толщина, ширина кирпича. И, как говорили хозяева, по этому лазу кошка уходила и приходила через несколько дней. Но оттуда всегда поддувал свежий ветерок, и никакой затхлого запаха не было. И вот Халиков как раз и предположил, это какая-то линия, фортификационная линия была к той ханской Казани. Но и еще в одном доме на этой же улице были тоже подобные сооружения. Но это все прекратилось, а в настоящее время эта территория уже застроена. И вот этот лаз вел один в сторону Казанки, то есть Кремля, а второй в сторону Кизического монастыря. Но территория за Кизическим монастырем, в ханский период это ведь было место, где проводились состязания лучников по стрельбе из лука между батырами и по скаковой верховой езде. Может, и там какие-то были сооружения. Но факт то, что вот основные сооружения были обнаружены вот здесь, как я уже сказала, это дом Месетникова. И вот после окончания битвы царя уговаривают остаться в Казани на то время, пока все стихнет. Но братья царицы Романовы уговаривают царя возвращаться в Москву. Царица ждет. А царица была на последних днях, как сказать, в беременности. В поход уходила, она была уже на большом сроке. Отправляют гонца в Москву с вестью о победе. В Казани простоял царь ровно 10 дней. После этого он оставляет войско здесь, оставляет наместника Шуйского. Все ханские земли были отписаны на имя царя.
По всем улусам, это районам, отправляются гонцы к населению, чтобы не боялись, а продолжали жить и работать, и платить уже в казну ясак новому царю Ивану Васильевичу. После присоединения Казани произошло что, во-первых? Земли территории Руси увеличились в 10 раз. Большая часть Волжского пути была уже под контролем России. Плюс ко всему на гербе русских царей появляется первая корона присоединения Казанского ханства. В последующем еще всего у нас на гербе же 3 короны. Первая – это центральное Казанское ханство, потом будет вторая корона Астраханское ханство, через 2 года присоединится, и уже в 70-80-е годы это присоединение Сибирского ханства. Вот так объединение вот этих 3 корон и произошло на гербе русского царя. Вернувшись по дороге уже в Москву, когда царь возвращается с Казанского похода, уже где-то к Владимиру прибывает гонец с вестью о рождении сына Дмитрия, наследника. Царь возвращается, здесь, побыв еще в монастыре, в Сергиевском монастыре, он встречается с братом и въезжает уже в Москву. Въезжал он в воинском облачении. Навстречу ему выехал митрополит Макарий. Произошло это все на Сретенье, в пригородной Слободе Сретенье, район Сретенского бульвара сейчас. Подъезжая навстречу к митрополиту, царь сходит с коня, низко ему кланяется и уже переодевается в царское облачение и возвращаются в город. Но в Казани после падения ханства это не в один день было присоединение. Население все было по закону выселено за территорию города. Те жители, которые приняли подданство и стали служилыми, они получали земли и какие-то должности. В основном это были люди княжеского сословия, они были подключены на дипломатическую работу, переводчиками, гонцами и руководителями определенного войска. В последующем Иван IV и создаст татарскую конницу, которая принимает участие в Ливонском походе. А то население и те князья, которые не приняли подданство и отказались быть служилыми, они переводились в крестьянское сословие. Все отписанные земли в течение 5 лет их боялись обживать. И поэтому высылаются русские колонники, которые население из средней полосы, которые обживать должно было землю. И на год здесь оставляли детей боярских, то есть людей с чином, но не такого знатного рода. Это своего рода была и ссылка для людей, но в основном сюда ссылалось то население, которое было приговорено к каким-то определенным тюремным срокам, первый период. И в течение 5 лет продолжалась освободительная борьба населения. И вот эта борьба освободительная, она вошла в историю как Черемисская война. Она продолжалась до 1557 года. Еще в 1553 году неофициальное правительство Казанского ханства и те, кто руководили освободительной борьбой, пригласят на хана, так неофициального, брата Сюмбике Али Акрама. Он погибнет потом в засаде, попадет в засаду и погибнет. Потом Мамыш-Берды был одним из руководителей этого освободительного движения. И уже в 1557 года все это прекратится. И уже с 1557 года начинается более активный раздел вот этих ханских земель. Многие земли, которые в последующем были разделены, они на территории нашей Казани и в пригородах сохранили свои названия. Например, вот поселок Кадышево, это князь Кадыш был, Сукуры, затем Кощакова, Кущак-Аглан, Шагалиева. Но Шагали не хан по имени хана, а по имени одного из князей. Тот же самый поселок Савиново, это земли Саин-хана, то есть Сагиб-Гирей еще. Это была территория леса, которая принадлежала хану. И вот эти названия в последующем немножко изменялись на русский лад, но они практически многие сохранились. Но самой необжитой территорией была горная сторона, она более уже активно начнет после 1557 году. Будут раздаваться те земли, которые фактически были пустые. Население покинуло, выжигало, и вот эти пустоши и в последующем будут пересдаваться русским поселенникам. А результатом Казанского похода, когда ведь закончилась битва, исчезла ведь и ханская библиотека. И часто задаются
интересуется такой вопрос, куда делась ханская библиотека. Это была одна из крупнейших библиотек на тот период. Она была собрана ханшей Сюмбике и передана в безвозмездное пользование медресе имама Кул-Шарифа. И есть предположение, что ее тоже Иван IV вывез. Но, как я уже говорила, вот когда обследовали дом царицы Сюмбике, так называемый дом типографии Харитоны, там в подвалах тоже были какие-то рукописи обнаружены. Ну, может, это частное что-то было. Этот вопрос как бы остался вот открытым. Потом уже вот 2 октября битва закончилась, 4 уже начинается строительство Благовещенского собора, и предполагается, что именно в эти дни после битвы к царю обратился хан Шах-Али с просьбой разрешить захоронить последних защитников крепости по мусульманскому обряду. И это разрешение было получено. И по разрешению царя все погибшие были как бы в телеге и вывезены далеко за город, в священную рощу, к озеру Безымяна. Это направление улицы Татарстан и улица дальше Миховщиков. И там была вырыта общая могила, где по мусульманскому обряду, то есть с чтением молитв определенной, были захоронены все последние защитники крепости. Лично мое предположение, это мое личное, что среди этих захороненных был, наверное, и имам Кул-Шариф. Потому что эта личность легендарная, это не рядовой человек, он был сеитом, а сеиты – это потомки пророка Мухаммеда. Сеид просто так титул никто не носил. И лично я считаю, что возможно вот это место и его захоронение. И на месте вот этой братской могилы был установлен камень-валун. Как обычно у мусульман бывает надгробный камень. А уже в 1802 году купец Утямышев в ознаменование к 250-летию именно гибели защитников Казани, именно к дню гибели защитника, решил на месте как бы старого молельного дома, считать, что там был молельный дом, поставить каменную мечеть. И вот во время того, когда рыли котлован под фундамент, был обнаружен вот этот камень-валун. И по преданию среди татарского населения так и шла, это передавалось из поколения в поколение, что именно здесь были захоронены. И вот на этом месте ставится мечеть, которая получила свое название Искеташ. 6-я соборная мечеть. В советский период она была закрыта, но перепрофилирована, как сказать, благоразумно. Там была и художественная школа, и тарный завод. Во время войны это был госпиталь. И единственное, это в числе 3 мечетей, где не срезался основной минарет. У нас 3 мечети, которые сохранили свои минареты в советский период. И то есть она сохранилась в том виде, в каком была построена. Но изначально она была построена в 1802 году, как я сказала, но в 1830-м ее немножко достраивали, реконструкция была. И вот на сегодняшнее мое мнение, то есть те люди, которые хотят отдать дань памяти своих погибших предков, должны как раз прийти вот к этому месту. В настоящее время там тоже есть вот этот памятный надгробный камень. Но еще во время работ на территории Кремля, когда и строительные, и археологические, были обнаружены останки тех, кто погиб еще в тот период ханский. И эти останки захоронены на территории Новотатарского кладбища Старо-Татарской Слободы. Если спуститься от центральных ворот, вот где кольцевая, с правой стороны, там есть небольшая надгробная плита, на которой там по-татарски написано, но примерно русский перевод звучит так, что «помолись за тех, кто стоял за свою родню, за свое отечество и веру, и пример этих стариков и детей тебе пример, читай молитву». То есть вот еще одно место. А уже по распоряжению Ивана IV все воины, которые воевали на стороне царя, будут похоронены в одной братской могиле, и на этом месте обустроен монастырь, тот самый Успенский монастырь. И он был заложен, вот эта братская могила, на высоком берегу реки Казанки. Казанка у нас поворачивала, вот где сейчас современный памятник русским воинам на Казанке, вот здесь она поворачивала и мимо речного техникума шла туда дальше, к Зеландовому монастырю. И вот именно здесь в 1552 году, 4 октября, произошло захоронение всех тех, кто погиб за царя.
Во время последующих обследований вот этого захоронения антропологи и ученые изучали черепа погибших и, ну, как бы пришли к выводу, что среди погибших как были и восточные люди, так и русские, то есть и мусульмане были, и, как я уже говорила, ведь в битве принимали и войска астраханских царевичей, Ногайской орды, также мордовское формирование большое Мурзы-Дивея. Теперь мы знаем Мурза-Дивея, это Дивеево, вот его вотчина была в последующие. Все заказанские походы получили большие вотчины, именно командиры. Единственный, кто 9 октября в Москве будет большой пир победы над Казанью. И вот на этом пиру все, что было конфисковано раньше, все, что вывезено из Казани, и все, что было конфисковано, то, что послал Даулет-Гирей в помощь Казани, это ткани, кубки, дорогая посуда, оружие, расшитые золотом и драгоценными камнями одежда. Все это будет царь дарить всем тем участникам, кто участвовал в Казанском походе. И это продолжалось в течение там нескольких дней. Золотые минареты Казанского ханства, которые на главной мечети были, все минареты, которые покрыты золотым, позолотой, были срезаны и увезены на 12 подводах в Москву. А уже во знаменование похода победы над Казанью, там в 52-м, 54-м и до 61-го года идет строительство того самого храма Василия Блаженного на Красной площади. Это как раз храм в знаменовании победы над Казанью. Вот, возможно, и часть, как сказать, того, что увезено было отсюда из Казани, ушло туда. Вот, как я говорю, уже исчезла вот эта библиотека. И когда вот говорят о сокровищах, возможно, сокровища еще где-то оставались частного характера. Потому что если вот мы смотрим нашу Казань современную, вот эта оборонительная городская стена проходила по линии современной улицы Пушкина, и Рыбная площадь, которую мы, как всегда говорим, в царский период, она не с царских периодов, она с ханских времен. Это Балых-Майдан. Это за крепостной стеной рыбаки продавали свой улов. В черте города им не торговали. Это так же, как табун лошадей загонялся сначала на современную площадь 1 мая, где памятник Муса-Джалиль, где вот этот торговый дом, клеймили таможни, и потом спускались и уже продавали лошадей в Кураишевой Слободе. Например, такое интересное название в нашем городе, как Кураишев Слобода, она тоже, ну, историками еще не изучена и не распознана. Во-первых, и отсутствие материалов. Ведь все документации Казанского ханства практически все горело в пожаре 1552 года. А там те материалы, что сохранились, это бухарские источники, это посольские книги Москвы, это документальная переписка того времени, но то, что сохранилось в Крыму, в Нагаях и в Москве. И вот эти все упоминания, а полная документация Казанского ханства, она вот, видимо, и сгорела в тот период. И вот Кураиш и Слобода, потому что название очень интересное, ведь к роду Кураиш принадлежал пророк Мухаммед. Он происходил по линии, его дед из этого рода. Возможно, потомки этого рода когда-то обосновались здесь. Ведь когда говорят Казань многонациональна, многоконфессиональна, оно и в тот период было не одноконфессиональным. Если мы идем по улице Петербургской сейчас, и стоит ротонда. Ротонда стоит на месте разрушенного храма Георгиевского, потому что в царский период эта улица Георгиевская была. Но в ханский период именно считается, в этом месте и находилась церковь армянская. Чуть выше, где Туган-Аулы, и сейчас театр Кариева, а раньше это был кинотеатр Победа, вот улица Калинина на горы, это было поселение армянских купцов, которые были в большом количестве, это посад был. Возможно, и вот как раз и армянские купцы, может, что-то зарыли на дно озера Кабан, опустили, потому что они занимали побережье. Сначала они были поселены на гору, вот современно это 3-я гора Калинина, потом им дали разрешение переселиться под гору, где вот как раз вот этот кинотеатр Победы. И во время строительных работ, когда вот здесь велись, еще в те советские периоды были обнаружены надгробные плиты именно с армянской надписью. Как бы армян же своя церковь, не католическая, не православная, своя армянская церковь. И, возможно, это вот. Но на территории
Казанского ханства проживало и работало, и торговало люди разных национальностей. Во-первых, не надо забывать, что здесь торговали персидские купцы, ширванцы, это современный Азербайджан, бухарцы. Бухарцами в то время называли как афганцев, так таджиков, так и узбеков. Они единой нацией тогда назывались. Потом нагаи, крымские татары, а также Фландрия, Германия здесь торговала, Флоренция. Это еще по документам и ханша Сюмбике вела с ними переговоры о пошлинах, о налогах. То есть и в то время это было, как сказать, многонациональное государство, где все уживались, но наступил вот такой трагический момент в истории города, к которому, так сказать, постепенно шла Казань. Это и разногласия между правящей верхушкой, кому какие земли поделить, и когда часть ушла уже служить на Русь, посчитав себя обделенным и решив вернуть себе земли при помощи русского царя и подчинившись ему, произошла, наверное, часть вот этой трагедии. Но основное, ведь я говорила уже, это была 5-я осада. 4 осады Казань выдержала, 1 осада длилась 50 дней. И когда готовилась к этой осаде Казань, были подготовлены и продовольствие, и все остальное. Это все было в большом количестве. Тем более, как я говорила, подземные ходы, они давали выход, видимо, и за продовольствием, и передвижение населения. Просто эти ходы, были, наверное, не для каждого, о них же не оповещалось всем и всегда. Потому что вот так вот по источникам Шах Али ведь не выдал никаких тайных ходов и не говорил. Вероятно, будучи ханом, он, наверное, должен был знать. И уже вот последнее, как сказать, с капли, это было вот то, что правящая верхушка в обмен на сохранение льгот и возвращению горной стороны, которой Москва себя незаконно присоединила в 1551 году, и вот условием было вернуть эту землю, но оставался Свияжск, в обмен на ханшу. И вот все это, и последней каплей вот предательства того самого Камай-Мурзы, который 16 августа перешел и выдал полностью все планы, вплоть до того, откуда источники, откуда оружие берет. Наверное, это тоже свою роль сыграло. Мы со своей точки зрения не беремся рассуждать, кто прав, кто виноват. Случилось то, что случилось. Но это было и присоединение земли, затем уже начинается и христианизация этих территорий. В последующие времена уже начнутся открываться монастыри, это уже последующие столетия. А первоначально нужно было обживать вот эти земли. Но все те, кто основные руководители, так сказать, Казанского похода, в последующем они все трагически жизнь закончатся. Они все в последующем попадут в опалу. Тот же самый горбатый Шуйский, который вот руководил и карательным отрядом, он пойдет на плаху вместе с сыном. И так закончат практически все участники Казанского похода. Поэтому вам лично самим судить, кто прав, кто виноват, а мы приглашаем вас подписываться на канал Аркадия и задавать свои вопросы. Возможно, что-то мы упустили, что-то не сказали, возможно, кого-то более подробно что-то интересует. Мы будем рады вашим вопросам. Всего доброго.